Мне удалось попасть сюда сегодня со своим другом, который меня и привел. На самом деле, доктора Заки я видел до этого только по телевизору. И мне очень повезло, что сегодня я могу видеть его лично и задать ему вопрос, в ответе на который я не был уверен всю свою жизнь. Почему Бог не создал одну религию и не сделал ее религией для всех? Ведь тогда на земле царил бы мир. Он знал об этом или нет, чтобы решить вопрос, который мы сейчас здесь обсуждаем? Это очень хороший и важный вопрос. Почему Бог не создал только одну религию? Почему Он создал разные религии? Ведь тогда бы не было путаницы, не было бы борьбы. И я еще раз повторяю, это хороший вопрос. Можно прочитать Коран. Сура семейства Имрана, аят 19, в котором сказано: «Воистину религией у Аллаха является ислам». Ислам означает подчиняться, покоряться только одному всемогущему Богу. Если вы знакомы с другими религиями, вы знаете, что всемогущий Бог отправлял посланников проповедовать только одну религию. Все посланники, которые приходили, начиная с Адама, мир ему, также известные всем Ной, Моисей, Иисус, Мухаммад, мир им всем. И как сказал наш любимый пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, посланников было 124 тысячи. Как написано в суре 35, ангелы, аят 24, «Мы послали тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и нет ни одного народа, к которому не приходил бы предостерегающий увещеватель». А в 13 суре Гром, в 7 аяте говорится: «Неверующие говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Воистину, ты всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник». Все посланники, которые приходили, брат мой, учили только поклонению Божьей воле, и главное, они проповедовали единобожие. У него нет ни начала, ни конца, у него нет ни матери, ни отца, он единственный и нет ему подобных. Но с течением времени все слова посланников были искажены. И как ты понял, я имею в виду, что большинство писаний, которые появились до Корана, были изменены. Аллах говорит в некоторых местах в Коране, что если бы мы захотели, мы могли бы подчинить всех воле Аллаха и сделать их мусульманами. Сделать так, чтобы все поклонялись Аллаху. Это и есть настоящее значение слова «ислам». Это религия, это жизненный путь подчинения воле Бога. И мусульманин, как бы его ни звали, например, Закир, Абдулла или Султан, мусульманин значит человек, который покоряется Божьей воле. Если ты покоряешься воле Аллаха, то по-арабски я назову тебя мусульманином. Неважно, какие имена были даны вам при рождении. Мусульманин означает на арабском человека, который покоряется Божьей воле. Каждый, кто подчиняется воле Аллаха, называется мусульманином. Таким образом, все посланники, ниспосланные ранее, все они учили тому, что мы должны подчиняться воле Аллаха. Учили монотеизму и учили таухиду. Но с течением времени все эти писания продолжали искажаться. И вот почему всемогущий Аллах отправил к нам последнего пророка, Мухаммада, мир ему. И последнее откровение – это Коран. Но все пророки до Мухаммада, мир ему, и все откровения до Корана были предназначены только для тех людей и для того времени. В Коране упоминается 3 откровения: Таурат, Тора, Забур, Псалтырь, Инджиль, Евангелие и сам Коран. Тора – откровение, данное народу Моисея, мир ему. Забур – откровение, данное народу Давида, мир ему. Евангелие – откровение, данное народу Исы, мир ему. И Коран – самое последнее откровение, посланное самому последнему пророку, мир ему. В Коране 13 суре Гром, 38 аяте говорится: «Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамения без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание. У каждой эпохи был посланник с откровением. Было несколько до сих пор известных откровений. Но все откровения, появившиеся до Корана, и все посланники, пришедшие до Мухаммада, мир ему, они были только для тех людей и того времени. По этой причине всемогущий Бог сделал все, чтобы сохранить это послание, Коран. Так как Коран – это самое последнее откровение не только для
для мусульман и арабов, но и для всего человечества. И пророк Мухаммад был послан не только для арабов и мусульман, он был послан всему человечеству. Вот почему его появление предвещали все религии и священное писание. И в этой книге, в Коране, Аллах говорит, сура Аль-Хиджр, аят 9, «Воистину, мы не спаслали напоминание, и мы оберегаем его». Итак, мы видим, всемогущий Бог отправил посланника, чтобы он проповедовал только одну единственную религию, то есть подчинение Божьей воле. По-арабски это звучит как ислам. И Иисус Христос никогда не проповедовал христианство. Слова христианство нет в Библии. Вы знаете это? Во всей Библии вы не встретите это слово. Он не проповедовал христианство. Слово «христианин» было дано последователям Иисуса антиохийцами, упомянутыми в книге «Деяния апостолов». Глава 11, стих 26. Иисус Христос проповедовал ислам, и его миссия была упомянута в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Но по-арабски Иисус проповедовал не что иное, как ислам. То же самое говорит Кришна в книге Бхагавад-гита, глава 18, стих 66. «Вы должны подчиняться всемогущему Богу». Если перевести на арабский, то получится ислам. И что мы видим? Мы видим, что все посланники учили только повиновению Богу. Вот почему в Коране, в суре «Семейство Имрана», аят 19 сказано: «Воистину, религией у Аллаха является ислам, то есть единственно верный образ жизни, принимаемый Аллахом, это повиновение воле всемогущего Аллаха». То есть, возвращаясь к первым священным писаниям, к заповедям всемогущего Бога, вы должны подчинить волю Божьей воле, и тогда вы преуспеете в следующей жизни. Спасибо за внимание.